Бесспорно, наша жизнь сложна и противоречива. Сравнить целостность личности, стремление к достижению заветных целей, самообладание и трезвое мышление. Во всех этих морально-нравственных составляющих всегда помогала как семья, так и традиционная культура. Но сегодня мы живем в том веке, когда семейная культура находится на грани глубоких негативных метаморфоз, и связано это с тем, что традиционная культура, в свою очередь, стремительно деградирует, что приводит к искоренению всего человеческого в самом человеке. За последние 14 лет, в связи с известными кровавыми событиями, чеченское общество обходило вниманием проблемы состояния морали и нравственности в своем быту. Падение советской системы, наряду с политическими интригами и братоубийственными внутренними разборками, позволило восторжествовать точку зрения, что мораль и нравственность – сфера и порядок той жизни, в которую никто, как кроме самого индивида, не имеет права вмешиваться. Это мнение ввелось в образ и мировоззрение общества так, что часть нашего общества полагает и поныне. В целом же жизнь среди хаоса 90-х годах оставила свой серьезный отпечаток как на морально-нравственные аспекты, так и на социально-психологический климат республики. Страшно, когда как оценка на негативно удручающее событие звучит «это нормально». К сожалению, так оно и есть в данном случае. Это нормально. Могло быть и хуже. Не обнадеживающе и даже в меру цинично, но действительно могло быть и хуже. Да, сегодня есть программы, которые призваны укрепить сознание общества, наш традиционный дух морально-нравственной культуры. Разрабатывается целый комплекс мероприятий. Но стоит только выйти и посмотреть вокруг себя, прислушаться, то понимаешь, что вызов оморальщине только брошен, а значит, скорых результатов не стоит ждать. Приверженность нашего общества к моральным ценностям подвергается большему сомнению, и наблюдается это в морально-нравственном релятивизме, когда не только не различается известное нам с детских времен различие добра от зла, но что ужаснее, порой замечаешь толерантное отношение людей к преступлениям. Наблюдается равнодушное отношение общества к хамским выходкам, при этом все больше отклоняясь от общепринятых норм элементарного сочувствия и правил поведения. А это чревато тем, что завтрашний день может заставить нас воспринимать морально-нравственные духовные ценности как что-то из ряда агностицизма. Боль, которая возникает от употребления наркотиков и алкоголя, она не ограничивается только этой личностью или этой семьей. Она касается всего нашего общества. Вся загвоздка заключается в том, что в последнее время морально-нравственный вопрос с перманентной четкостью перемещается в проблему социального внимания, становясь предметом как ярко выраженных дискуссий, почвой для конфликтов, но также приобретает четко обозначенный политический оттенок. Да, можно называть официальные цифры достижений, но разве это есть результат, если общая картина на морально-нравственной сцене общественного уклада не изменилась? Учитывать надо, что в первую очередь человечность зависит сколько от уровня морально-нравственного состояния человека, столько и от уровня взаимопонимания, а также от возраста человека. В беседе с человеком нужно вести диалог на том уровне аргументов, которые он способен понять. Чем выше уровень морального развития взрослого, тем проще ему понять собеседника. Да, подстраиваться практически под индивидуальность каждого социума невозможно, но опросы и мониторинг психологов на данную тему показывают, что преимущественно морально-нравственный упадок в нашей среде в первую очередь связан с психологическим аспектом. Sen ne diyorsun? Görüşüne telkişimiz olur telkişler. Bak da. Halın telkişler kan. Halın görüşüne telkişler. Diyor bu da onun elçi. Hindi boy boğazı dolup özünde gelin münasebet yayını din zaten o halkını. Sen kültürü adı.
Именно в направлении психологии и необходимо связывать этику нравственности с моралью. Иначе же результаты так и останутся отчетно-официальными. Сегодня президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров активно призывает к духовно-нравственному очищению. При этом разрабатывается целый комплекс проектов, призванных к способствованию поставленной задаче. Президент один, а моральная тенденция необъятна. Процентное соотношение плохих людей и добрых – это всего лишь статистика, а плохим людям и добрым от нее неплохо и нехорошо. Чеченская женщина чем отличается? Вы знаете, чеченская женщина, она знает, что если она воспитана в нормальной семье, если она совершит проступок, этот проступок отложит отпечаток на все его ряда, на 7 поколений. То есть, изучу даденси, мецерут, иду нравственность и изучу нравственность. То есть, она должна думать не о себе в данный момент. Она должна думать о братьях, о поколении, об отце. И мое же оливающее, Разберем один момент из мероприятия, который, по мнению тех, кто его призвал, должен был нести в себе морально-нравственный урок. Было это 8 марта прошлого года, Международный женский день, центр города Грозного. Волонтеры раздают девушкам цветы и платки. Вроде благородный и красивый шаг по отношению к слабому полу, если бы не одно обстоятельство. Тем девушкам, которые принимают подарок, но нет платка на голове, волонтер то ли по своей инициативе, то ли это тоже входило в программу мероприятия, настоятельно советует, чтобы она надела только что подаренный головной убор. Но был один ключевой эпизод, когда одна из них долго отказывалась надеть платок, но в итоге согласилась. А теперь посмотрим с психологической стороны на этот момент. Девушка в вежливой форме отказывается надеть платок, волонтер настаивает, девушка в итоге надевает. А потом вечером девушка все это наблюдает по телевизору, то есть репортаж со всеми выше приведенными подробностями. Каково может быть моральное состояние? Изудри олов, изудри коч, Божий духар, Божий вектор коч, Божий рылах, дери лахташ биг, сухал мот. Тегана шия гилкаши, шия адет, шия özdengали иза, шия қом садуха икил, остеган цуллака динан шқиғым доти. Сонч одух без узбия, кыш туркменш, гыржие. Он тебе самыш? Шай амля ашмак инат. А платок – это всего лишь форма, и суть даже не в нем, а в сохранении наших вековых обычаев, традиций и культуры. Как негодовал Владимир Высоцкий, нет, ребята, все не так, как надо. Ничего не всегда, и нет, ребята, все не так.